Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности страшной аварии на улице Николая Ершова. Даже родители не знают, как сказать. 20-летний водитель иномарки погиб после столкновения с военным КАМАЗом. Влетел на полном ходу. Руки уберите. Руки уберите. Нетрезвый водитель врезался в припаркованную фуру. Сгорели заживо. 2 человека погибли в огне в одном из домов на улице Сыртлановой. Это и не только прямо сейчас. Погиб мгновенно. 20-летний водитель иномарки скончался в результате столкновения с КАМАЗом на улице Николая Ершова. По предварительной версии, виноват в трагедии водитель грузовика, пожелавший развернуться там, где делать этого нельзя. Ленар Гинатуллин с места происшествия. КАМАЗ двигался в сторону улицы Гвардейская, но водителю грузовика понадобилось развернуться, и он не стал доезжать до перекрестка с Сибирским переулком, чтобы сделать это по правилам. Решил пересечь двойную сплошную. Во время запрещенного маневра он не заметил едущую навстречу «Шкоду». Удар пришелся в водительскую сторону иномарки. 20-летний водитель легковушки погиб на месте. Столкновение произошло прямо на этом месте. После удара легковушку отбросило на другую сторону дороги. И только по счастливой случайности она не задела никого из остальных участников дорожного движения. Разбитая и неуправляемая машина пересекла всю дорогу и остановилась между деревьями на газоне на противоположной стороне проезжей части. Как говорят очевидцы, других столкновений удалось избежать только потому, что встречные для нее автомобили остановились на красный сигнал светофора. Повезло то, что автомашины стояли на светофоре на пересечении улицы Галеева с Ершова. Нарушение правил дорожного движения со стороны «Шкоды» не установлено на данный момент. Друзья погибшего молодого человека, приехавшие на место происшествия, до сих пор не могут поверить в случившееся. Вон они стоят вдвоем, вот не надо подходить. Даже родители не знают, как сказать. А смысл, парень молодой, что ли, получается? 20 лет. 20 лет, 98-го года. Все, кто находился в КАМАЗе, от столкновения не пострадали. Теперь во всем предстоит разобраться следователям совместно с автоинспекторами. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, «Вызов 112». Нетрезвый автомобилист на полной скорости врезался в грузовик на улице Габишева. Удар был такой силой, что в результате столкновения у «Шевроле Круз» мало что осталось от передней пассажирской стороны. К счастью, на момент ДТП в салоне иномарки находился лишь водитель. От госпитализации в больницу он отказался, хоть, как диагностировали медики, он и пострадал. Сергей Хайдаров увидел, в каком состоянии мужчина сел за руль, и ужаснулся. Скажите, пожалуйста, какое состояние-то? Иди сюда. Многие, кто видел этого человека, удивлялись, как он в таком состоянии вел машину по оживленной дороге. Видимо, сильно перебрав с алкоголем, водитель иномарки в этот вечер не отдавал отчет своим действиям. Руки уберите. Руки уберите. На улице Габишева «Шевроле Круз» на полном ходу врезался в стоящий грузовик «Рено». Учитывая, какие повреждения получил легковой автомобиль, можно сделать вывод, что мужчина ехал довольно быстро. Впрочем, лихая езда не принесла ему особой радости. В результате аварии 38-летний водитель иномарки получил сотрясение головного мозга и ссадины лба, но от госпитализации отказался. Зато не отказался от прохождения теста на алкоголь. Он сейчас в нетрезвом состоянии. Один с чем-то приказался там у него немножко это вот. Дальнобойщик, в чей транспорт пришелся удар, на момент столкновения отсутствовал в кабине. Мужчина отошел перекусить, а когда вернулся, увидел весьма неприятную картину. Пришлось отменять все намеченные планы. В Москву должен был ехать. Теперь еще, как говорится, у меня еще обломился путь этот. Работа моя. Как говорится, я должен буду запчасти везти. Придется замену мне искать, как-то, чтобы поехал. А у вас сильно что пострадала-то машина-то? Да. Там на сколько ремонт рассчитываете? 1200, если не больше. Помимо финансовых расходов, вероятнее всего, буйного автомобилиста ожидает денежный штраф в размере 30 тысяч рублей. А чтобы он больше не создавал подобные ситуации на дорогах, его с большей вероятностью лишат водительских прав на ближайшие годы. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». А на улице Читаева госпитализация потребовалась пешеходу. По предварительной версии, его сбил автомобиль «Шевроле Лачетти», выполняющий поворот налево с улицы Меридианной. По рассказам пассажира иномарки, увидеть пешехода помешала плохая видимость. При этом мужчина шел по пешеходному переходу на зеленый свет. Хоть, как говорят очевидцы, был нетрезв. Все подробности в репортаже Анны Городновой. Там было очень слабое касание. Вот его правой ноги слышно было, просто чего-то коснулись.
и он как-то неестественно завалился. По рассказам пассажира «Шевроле», после того, как пешеход оказался на земле, ему незамедлительно вызвали скорую помощь. В ожидании приезда медиков участники ДТП постелили мужчине плед, чтобы тот не застудил почки на холодном асфальте. Мы его просили, давай поднимем, хотя бы с дороги уберем. Он никуда, он отказывался, он говорил, нога болит, он кричал. А когда приехала скорая, его просто вот за плечо потрогали, и он уже из-за этого начал кричать. Поэтому мы точно ничего не можем сказать, какое у него было состояние, потому что, может, у него был шок, может, он симулировал, может, все это взаправду. Так что мы сами пока не можем. Я не знаю, но если с ним что-то, перелом какой-то, мы, конечно, возместим ему траты, какие ему необходимы на лечение. Чуть позже медики диагностировали у 47-летнего пострадавшего мужчины закрытый перелом обеих голеней. Его госпитализировали в больницу. 20-летняя девушка-водитель иномарки поворачивала налево с улицы Меридианной на Читаева. Пешеход, который, по рассказам очевидцев, был нетрезвым, переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пассажир отметил, увидеть его помешало сразу несколько факторов. Когда мы подъезжали к пешеходке, мы, во-первых, слабо видели дорогу из-за того, что был дождь, и встречные фары, я не знаю, как так сложилось, но серьезно, встречные фары светили сильно нам в глаза, и я сидел за передним, за пассажирским сиденьем, и я его увидел, этого человека, в самый последний момент. Учитывая обстоятельства, ответственным в происшествии, скорее всего, признают водителя «Шевроле», а степень вины определится в ближайшее время. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков согласился со своим заместителем Сергеем Старостиным о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении бугульминского предпринимателя Евгения Дзиданина. Напомним, утром 12 сентября к нему в дом ворвались 2 человека в масках и с оружием. Связали предпринимателя, его жену и гостившего у них друга. Хозяину дома удалось развязаться и схватить ножи. В ходе драки он нанес обоим налетчикам смертельные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Объясняя это тем, что только так возможно проведение всех необходимых экспертиз и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Но первый заместитель прокурора Татарстана Сергей Старостин отменил уголовное дело, подсчитав, что возбуждено оно необоснованно. Следователи обратились с ходатайством к прокурору Татарстана Ильдусу Нафикову. Он с отменой уголовного дела согласился. Так, приведенные в постановлении о возбуждении уголовного дела обстоятельства случившегося основаны на предположениях. Они не соответствуют полученным в ходе доследственной проверки фактам и не дают оснований для вывода о наличии в действиях бизнесмена признаков превышения пределов необходимой обороны. Уголовное дело может быть возбуждено только при наличии предусмотренных законом повода и оснований. 2 человека, 82-летний мужчина и 81-летняя женщина, погибли в результате пожара в одном из домов на улице Сардлановой в Казани. По предварительным данным, эпицентр возгорания был на балконе квартиры, откуда пламя стало распространяться на комнаты. Выйти из квартиры пожилые супруги не смогли. Почему, спросил Ленар Гинатуллин. Очевидцам только и оставалось, что снимать пожар на мобильные телефоны. Помочь они ничем не могли. Прибывшим на место пожарным хватило 20 минут, чтобы справиться с пламенем, но спасти 2 пожилых людей не удалось. Было уже поздно. По предварительной версии, пенсионеры отравились угарным газом. По словам очевидцев, люди хотели выбраться из квартиры, но не смогли открыть входную дверь. Бабушку вытащили, она еще жива была. На скорой она умерла. А кто-то говорит, что там они стучались, пытались выбраться. Да, они открыть не смогли. Открыть не смогли? Видать, это ключи там, загазованы, сами пластик горит. Там же вообще что творили. Пожар начал распространяться с балкона 4-го этажа. Пламя быстро охватило комнату и кухню, прилегающую к нему. Также от пожара пострадали балконы 5-го и 6-го этажа. По словам соседей, в квартире супруги жили вдвоем. Такие прям пожилые, да? Пожилые, да. Вдвоем жили, да? Вдвоем жили. У них дочка была, она умерла. Разбирать последствия пожара приехали дальние родственники погибших. Они до сих пор не понимают, почему супругам не удалось выбраться из квартиры. Не исключают, что причиной всему мог стать и поджог. Следствие идет, потому что и не разрешают ничего. Да, ничего не трогать нельзя сказать. Теперь точную причину возгорания и смерти людей предстоит выяснить следствию. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, Вызов 112.
Кассир одного из банков, расположенных на улице Чуйкова в Казани, призналась в краже 220 тысяч рублей. В полицию обратились сотрудники службы безопасности кредитного учреждения, обнаружившие недостачу при ревизии. Под подозрение полицейских попала 28-летняя сотрудница этого офиса. Девушка призналась, что с апреля по июль похищала деньги при закладывании купюр в банкомат. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.